не могу войнушку гулять. Ворог лается, мастер мать. Вёски бомбить, лететь на базу. Нарыть брал машину часу. Бело-червоная, белая кров. Перший пошел, перший пошел. 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 Мы приехали в Украину с сыном в 2015 году. Вот, то есть я немножко раньше приезжал, потом возвращался. А в 2015 уже мы приехали надолго, потому что в Беларуси уже нам было как бы нельзя. Ну, были в полку Азов, ну, потом воевали, сын тоже был на войне. В общем, а в 2017 году закончилось действие паспорта моего белорусского. Я остался без документов. Посоветовали, куда обратиться, подался, как называется, дополнительный захист. В общем, документы у меня забрали, дали справку о дополнительном захисте, которую нужно продлевать каждые полгода. Ну, эта справка как бы дает право находиться в Украине, но больше она ничего не дает. То есть я не могу не работать, не получить банковскую карту, ну, короче, вообще ничего не могу. Вот. И это у меня с 2017 года, эта справка, то есть дела никуда не движутся. Сын закончил школу, дальше поступать никуда не может, потому что не гражданин. То есть вот такое вот подвешенное состояние. Вернуться в Беларусь мы не можем, потому что срок воевали. Срок, это статья за наемничество. У нас, хоть мы воевали добровольно, то есть, ну, как бы никакой материальной вознаграждения мы не получали. Вот. В таком плане. Ну, тут сложно очень жить, потому что прав никаких нету, как бы, и работать нельзя. Но белорусы наши, ребята, помогли тут немножко, познакомили со своими, ну, тут нашли работу такую. Вот, наши белорусы работают на стройке. Ну и я там немножко, но все равно, как говорится, это работа такая, то есть, то нету. Ну, хоть что-то. В общем, жизнь очень непросто. Вот. Ну, опять-таки, наши белорусы помогли ребенку. Вот сейчас он ходит на тренировки, будет ходить. Чем-то занят будет хотя бы, хоть что-то, потому что, как бы, ну, власти ничего украинские не делают в этом плане. И к тому же, вот, опять-таки, белорусский дом в Украине помогли сертификаты вот на продукты. Тоже вот немножко нам на 1000 гривен нормально будет для поддержки горячих штормов. Так что вот так вот. Спасибо вам.